Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы сегодня опять будем говорить на те же темы, которые волнуют наше абхазское общество. Вот эта затянувшаяся дискуссия по поводу абхазского языка, знания стандартов знания этого языка, государственного языка депутатами парламента. На парламентских слушаниях парламентский комитет забраковал, то есть не рекомендовал тот проект конституционных поправок, которые предлагал президент, но тем не менее это не означает, что, я так понял юридически, что этот вопрос снят с повестки дня, он так или иначе может быть внесен в повестку сессии парламента даже без этой рекомендации профильного комитета. Здравствуйте, затянувшееся вступление. У нас в гостях Астамур Тани. Астамур, вообще, как ты думаешь? Добрый день. Добрый день. Вот во всей этой вот ситуации, которая возникла с этими поправками к конституционному закону. Ну, вообще, конечно, у нас периодически в виде каких-то информационных кампаний тема абхазского языка поднимается, но какой-то такой обычно предвыборный период, еще в связи с какими-то событиями. Ну, надеюсь, без информационных кампаний тоже невозможно. Надо заострять общественное внимание на этой проблеме. Вот. Просто я надеюсь, что данная информационная кампания, она не будет иметь самостоятельного, что называется, значения, вот, а преобразуется в какие-то программные действия. Потому что, наверное, все понимают, и сторонники одного подхода, сторонники второго подхода, что само по себе это решение, оно само по себе оно мало что значит. Вот, потому что здесь все-таки должна идти о государственной программе. Это программа и образовательная, и идеологическая, потому что много упирается даже, кстати, в вопросы самосознания. Вот. Потому что, понятно, что с помощью абхазского языка невозможно получить необходимый для участия в какой-то конкуренции объем информации. Вот. Значит, какие-то должны быть иные стимулы. Просто так, естественным путем, к сожалению, не получится. Это должны быть административные меры и меры, что называется, идеологического свойства. Потому что абхазский язык неразрывно связан с вопросами идентичности. Вот это большая работа по всем фронтам. Теперь, что касается конкретно президентской инициативы, я считаю, честно говоря, ее рациональной. Вот. С одной стороны, сейчас говорят, что она носит содержит неравноправный подход. Но я считаю, что поскольку она не направлена на дискриминацию, наоборот, снять какие-то возможные проблемы, чтобы воспринималось продвижение программы развития абхазского языка, чтобы не воспринималось как дискриминация представителями не абхазского населения. А для нас все-таки очень важно сохранение такого межнационального согласия, консенсуса, формирование какой-то единой гражданской платформы базовой для всего нашего общества. Мне кажется, что этот подход, он как раз целесообразен. Но мы должны понимать, что это не будет все время перенос за переносом. Вот. Государство над этим должно поработать. Во-первых, должны быть определены критерии, что такое, и внедрены в законодательно, что это означает. Владеет абхазским языком, не владеет языком. Это касаться должно и
не только парламента, но и исполнительной ветви власти. Вот. С судебной властью, конечно, сложнее, потому что большая работа нужна для того, чтобы весь корпус юридических терминов внедрить. Там все-таки нужны, в судейском сообществе нужны очень высокого уровня специалисты. Там есть эти терминологии, да, все это я есть. Я знаю, что там работа велась, но, по-моему, она вот на уровне словаря юридических терминов находится. Вот, насколько мне известно. Вот. Там с внедрением сложнее просто. Чисто из профессиональных соображений, вот с внедрением абхазского языка там сложнее. Вот. Так что я думаю, эта президентская инициатива, она соответствует реалиям сегодняшнего дня. И, в принципе, создает поле для компромисса среди участников вот этого политического процесса и для выработки критериев определения знания абхазского языка. Потому что так может получиться, знаешь, если под предлогом вот разногласий по этому вопросу оставить все как есть, а такая вот, это вполне возможно. Ну, если, допустим, не договорятся по этому вопросу, вот, и не пройдет никакой из законов, вот, не пройдет, допустим, инициированный президентом закон, а все останется на том уровне, который у нас сегодня. Вот. И вообще у нас это все может превратиться в формализм. У нас уже это проявилось на президентских выборах. Это дальше будет расширяться только. Поэтому как старт работы на этом направлении, я считаю, что это вполне разумный подход. Вот. А поскольку там нет дискриминации, я не вижу причин говорить о том, что это неконституционно. У меня как бы свой тоже определенный взгляд, но я как бы... Меня все время терзают сомнения. Меня тоже. Да, ну вот, знаешь, сейчас речь идет о том, хорошо. Да, речь идет о том, чтобы дать, допустим, отсрочку для неэтнических абхазов. Да. Но меня просто вот как бы есть какая-то такая уверенность, что вот пройдет 5 лет, и мы подойдем к 1932 году, с такими же, собственно говоря, результатами. Это совершенно не исключено. Да, не исключено. Но это может быть и в этом случае. Вот. Ну да, и в этом случае, да. Но сейчас, в принципе, можно вот как-то вот такое категоричное решение принять и, собственно говоря, уже плясать от этого. С другой стороны, меня опять же, вот как бы вот ты отметил формализм. Меня беспокоит вот сам формалистский подход к самому абхазскому языку. Допустим, опять же, закон об абхазском языке был принят в 2007 году, в 2007 году, в полной мере он должен был вступить в 2015 году. То есть это вся наша абхазская бюрократия должна была владеть государственным языком, но понятно, что если там добрая половина будет владеть этим языком, скажи спасибо. Хотя там каких-то замеров не проводилось. Хотя бы злая половина бы владела. Да. Ну вот я боюсь, что, собственно говоря, мы просто сделаем это, формализируем вот саму комиссию, которая там, то есть до формальности доведем, типа вот хороший парень, да, ну вот знает 10 слов. Если у нас будет такое отношение, если мы не будем свое отношение менять к нашему государству, это же не только абхазского языка касается, вот, то и в абхазском языке, и в безопасности, и в экономике у нас будут примерно одинаковые результаты. Поэтому вот, это вообще вопрос, конечно, ты прав. Это вопрос более широкий, чем абхазский язык. Вот, просто сейчас это находится на пике актуальности, что называется, в связи с дебатами в парламенте и в обществе. Вот. На самом деле это вопрос нашего отношения. Да, и разные приводятся, там, что качество парламентаризма может упасть от этого. Ну, знаешь, мне кажется, что
несмотря на отсутствие этой нормы, у нас качество парламентаризма и так снижалось. Вот. Значит, проблема все-таки не только в абхазском языке. Вот. Не только в людях, которые... Там у нас качество... Ну, это же избитая вообще фраза о том, что мы имеем ту власть, которую заслуживаем всегда. Что она является отражением нашего общества. Вот. Поэтому это гигантская общественная проблема. Но этим надо заниматься. Это усилия и власти. Во-первых, власть, понимаешь, она, чтобы поменять качество власти, те, кто у власти, должны работать над изменением качества общества тоже. То есть эта цель должна стоять. Не просто отсидеть вот эту каденцию свою в парламенте, там, в исполнительной власти. Вот. Нужно влиять на общество, на его просвещение, на его самосознание, на его, не знаю, творческий потенциал. В это задача, в этом стоит главная задача. Иначе это все будет, ты прав, будет на самотек, как и все остальное. Ну вот мне кажется, вот эта сама ситуация вокруг абхазского языка, она действительно намного шире. Она показывает, наверное, наше отношение вообще к закону. Ну да. Да, и это касается не только абхазского языка, очень много всяких законодательных актов, правильных законов там, и так далее мы принимали, но, собственно говоря, потом же пытались их всяческими путями обойти. Да, я вот сейчас смотрю, активно там рекламная кампания проходит там в интернете, там абхазскую недвижимость приобретайте и так далее. Да, столько копий сломали вокруг этого закона об апартаментах и все равно продают абхазскую недвижимость иностранцам. Можно, говорят, приобрести. Да это что же, знаешь, в чем дело? Но это сдержать напор невозможно. Его можно только куда-то в выгодное русло направить. Конечно, можно какое-то время сдерживать запретами естественный ход развития событий. Но надо все-таки прогнозировать, как мы можем эти инвестиции направить, где у нас такие слабые зоны. Просто сидеть, как собака на сене, не получится. Это понятно. Это мы должны понимать. Вот. Поэтому мы должны понимать, как вот это, в этой суровой реальности, каково наше место. Потому что это будет Тришкин кафтан. Сегодня одну дырку заткнули, в другом месте разорвалось. Понимаешь? Вот. У нас должна быть какая-то четкая программа действий, хотя бы на короткую перспективу. Это экономики касается, безопасности, внешней политики, всего касается. Это очень банально, то, что я говорю, но, к сожалению, у нас всегда реактивная реакция на что-то, на уже свершившиеся какие-то факты. Вот. Хотя нетрудно было предсказать, что к этому ход событий ведет. Вот. Вот. И живем мы одним днем. Если отдельный человек так может жить одним днем, то государство не должно так жить. Государство как-то умудряется, да, получается. Оно все-таки должно планировать свое будущее, это общество. И я, наверное, уже хотел бы переключиться на другую тему. Да, вот периодически мы вспоминаем о существовании грузино-абхазского конфликта, который там в такие периоды, он так или иначе получает... Он не разрешен. Не разрешен, да. И поэтому... находится в тупике. Да, и в тупике. И поэтому... И вот мы говорили с тобой в прошлый раз о вот этой теме в грузинском восприятии, да, Абхазии и абхазов, которая она сильно поменялась, кто такие абхазы, и говорили о вот этой теории Павла Ингорокова, которая активно захватила умы грузин. Но вот недавно совершенно после этого разговора я видел интервью грузинского историка Цурсуми, где он как бы говорит, что, собственно говоря, эта теория Ингорокова он давал
интервью, я хочу просто подчеркнуть, что грузинскому YouTube-каналу. Да. Да, и, то есть, и он говорил о том, что, собственно говоря... Что она маргинальна. Да, она маргинальна, да, и как бы, собственно говоря, такой государственной поддержки в реальности не имеет, да. Но, тем не менее, я... Вот сейчас буквально, опять же, позавчера увидел такой мультфильм красочный, да, там действие происходит там в Сухуми, то есть набережная, видно, мирные люди, там это вот как бы и по виду это набережная вот как раз 92-го года, и вдруг налетает российский там военный самолет, да, и начинает бомбить, и как бы и люди как бы бегом, да, как бы с этой набережной куда-то пытаются погрузиться, кто на корабль, кто-то бежит в горы, короче, ну то есть вот как бы... Ну, это чуть-чуть разные, наверное. Может, это один пирог, но куски разные. Да, но ты понимаешь, это вот идет... Очень активно, я почему понял, здесь не только теория Ингороквы, да, там кто такие абхазы, да, и каково их происхождение. А в грузинском обществе очень активно меняется понимание, что такое вообще был грузино-абхазский конфликт, что происходило там. Меняется мифология. Да, 33 года назад, 34 года назад, с чего началась вот эта война, да, то есть вот по этому мультфильм это вот такая вот... Скоро 34. Да, это скоро 34, да, вот мультфильм это вот такая некая часть как бы воспитания, да, он же тоже имеет свою какую-то аудиторию, на какую-то аудиторию направленную. На детей. Да, на детей, да, то есть и мне вот важно понять, почему грузины перевели в этот конфликт как некий конфликт не грузино-абхазский, а некий конфликт между Россией и Грузией. Вот это совершенно понятно. Потому что тогда придется признать свою ответственность за начало вооруженного конфликта. Кстати, Шеварднадзе признал эту ответственность. Правда, он говорит, что это Китавани, но Китавани был не министром обороны России, да, а был министром обороны Грузии. Да. Вот. Так что в любом случае, ну, все помнят, и кадры остались, с чего эта война начиналась. Вот. И как реагировало местное грузинское население на эти события. Вот. Это должно, понимаешь, вымарывать целые участки истории. Сейчас есть, знаешь, попытка подменить то, что происходило в 1992 году, смешать с событиями 2008 года. Вот. Потому что с этого времени продвигается уже в виде законодательства оккупация Грузии с 2008 года. Вот. Хотя если уже детально этот вопрос рассматривать, то Международная комиссия во главе с Хайди Телевини признала, что ответственность за развязывание вооруженных действий лежала на грузинской стороне. То есть в обоих случаях мы имеем, когда грузинская сторона выступала в качестве инициатора военных действий. Вот. Естественно, они хотели бы избежать этой ответственности, смикшировать ее в информационном пространстве для продвижения вот этих своих нарративов об оккупации и так далее. То есть создание такого формирования международного общественного мнения, представления об оправданности силового разрешения конфликта или неоправданности существования абхазского государства. Вот это имеет место, конечно. Что касается, вот, на это надо реагировать обязательно. Вот. И то, что на эту тему снимаются мультфильмы, это значит, что есть люди, которые хотят передать в наследство это мировоззрение уже подрастающему поколению. Но с таким мировоззрением, если мы его транслируем в будущее, говорить о урегулировании мирного конфликта,
о каких-то совместных действиях на этом направлении очень будет трудно. Вот. Поэтому все-таки надо давать максимально полную картину событий, хотя бы фактологического ряда. Вот. Теперь, что касается Зулы Цурцуми выступления. Ну, во-первых, я что хочу сказать. Это, конечно, позитивный шаг, что на таком хорошем академическом уровне рассматривается проблема грузино-абхазских взаимоотношений. Вот. Попытка уйти вот от всяких пропагандистских клише сегодняшнего дня и все-таки дать научную историческую оценку корням этого конфликта. Но говорить о том, что теория Ингорокова, она маргинальная, ну, если судить по грузинскому информационному пространству, то это наиболее сейчас распространенный взгляд на происхождение абхазского народа. Я знаю, что... Наиболее популярный. Да, наиболее распространенный, популярный в соцсетях и везде. Хотя мы все знаем, что наиболее выдающиеся грузинские ученые, они считали ее лженаучной. Джавахишвили, Джанаши. Джавахишвили, он умер до того, но у него была своя концепция. Она, конечно, теория Ингорокова с ней никак не бьется. Более того, он говорил, что на территории Западной Грузии жили древние адыгские племена до прихода Картвелова. Это Джавахишвили писал. Вот. И он считал, что для него апсилы и абазги – это бесспорные предки современных абхазов. Вот. Да и грузинские летописи, они, там, в принципе, информации не так много, но она достаточно откровенно говорит об этом. То есть, но, к сожалению, вот эти классические труды так, видных ученых, они не используются в медийном пространстве. В медийном пространстве или вот в корпусе этих комментаторов доминирует вот это язык ненависти. Вот надо отметить, язык ненависти он присутствует с абхазской стороны. Это мы тоже должны понимать. Я не вижу в этом ничего полезного абсолютно, потому что объективно ни мы, ни грузины не заинтересованы в возобновлении вооруженного конфликта. Потому что для нас и для Грузии он будет иметь гибельные последствия. Это надо четко понимать. Может, для грузинского общества, исходя из того, что их больше там, в 30 или 40 раз, такое впечатление, что это легкая прогулка будет, это далеко не так. Это надо понимать. Нам не надо запускать эту опасную реакцию, которая приведет к непоправимым последствиям и для нас, и для Грузии. Вот. Поэтому в языке ненависти не заинтересованы ни мы, ни грузины. Это раз. Мы должны от этого максимально уходить. Вот такого языка, унижающего человеческое достоинство, принижающего культуру. Вот. Все-таки вся культура человеческая – это результат симбиоза, взаимодействия. И это и абхазская, и грузинская культура касается. В том числе и взаимное проникновение культур. Это раз. Второе, комментируя то, что говорил Цурцуми. Вот. Ну, я обратил внимание, это не только у него, вот на такой момент, что вот абхазская нация, она была сформирована как будто специально советскими властями для противопоставления ее грузинской нации. Ну, во-первых, мы уже говорили, процесс возникновения и развития грузинской нации, абхазской нации, он протекал в конце 19-го, начало 20 веков. Вот. Естественно, советская власть влияла на развитие становления как абхазской, так и грузинской нации. Для этого очень было много сделано. Такова была советская национальная политика. Но надо понимать, что существование абхазской нации
Кстати, предпринимались в 30-е и 40-е годы попытки свернуть процесс становления абхазской нации насильственным путем, репрессивным путем. Ну, это когда школы закрывались. Школы закрывались, и уничтожение интеллигенции, вот, носителей вот этой вот идеи происходило в это время. Вот. Это серьезную травму нанесло. Но надо понимать, что этот процесс, он свершившийся. Это свершившийся факт. И в диалоге с абхазами нужно всем исходить из того, что это не просто этнос, это сформировавшаяся нация. Вот, со своими представлениями о границах, политике, со своей национальной мифологией. Это не всегда равно история. Вот. То есть здесь совершенно другой подход. Поэтому это, знаешь, это как один раз с одним абхазом разговаривал, он в сердцах сказал, почему, говорит, это дочь абхазского царя Гурандух вышла замуж за этого правителя Тао Кларджети, Гургена. И вот с тех пор пошло объединение абхазского государства с грузинским. Но это феодальная эпоха, это свершившийся факт, мы только так можем смотреть. И, да, это звучит уже как-то пародийно. То же самое этого вопроса касается, просто это ближе к нам находится. Это уже свершившиеся факты. Вот, мы должны их учитывать, вот, и исходить из того, что это как данности. Это раз. Второе, там были, конечно, и фактические определенные такие неточности. Ну, я сейчас не хочу в это углубляться. Вообще попытка, она сама по себе, эта попытка так с холодной головой, с использованием академического материала подходить к пониманию истоков грузино-абхазского конфликта. Если это будет происходить более-менее регулярно в такой же вот спокойной атмосфере, то, мне кажется, от этого оба общества могут выиграть. Вот. Но, с другой стороны, знаешь, вот мне кажется, при том, что это вроде бы событие недавнее, да, война относительно историческое событие, там, да, всего 30 с чем-то лет тому назад, но тем не менее, вот исходя из того, что я там читаю там в соцсетях, там какие-то статьи, какие-то там выступления политиков или экспертов, очень много все-таки вот именно подстраивающиеся под конъюнктуру высказываний я вижу, да, то есть, если помнишь, там, в 80-е годы, там, в 90-е годы после войны нас как называли? Абхазские сепаратисты, да? Да. Да. Сейчас ты этого термина практически не слышишь. Кстати, вот стали нас называть абхазскими сепаратистами еще в войне, гудаутскими сепаратистами. Да. Хотя в тот период еще Абхазия не объявляла о том, что она прекращает какие-то отношения с Грузией, да, не собирается с ней жить в рамках общих границ. Да. Так что в свое время по инициативе грузинских деятелей, такого националистического толка, началось разделение, вообще начался процесс всяческого разделения в Абхазии. Отделили грузинский сектор от Абхазского государственного университета, да. Потом выделили футбольную команду. Да, ну, предприятия также поделились. Они считали, что если потом фракцию вывели из состава Верховного Совета грузинскую, отдельно стали заседать. То есть они, видимо, полагали, что вот постепенно они как-то парализуют жизнь в республике. Да. И то же самое, тут возникает вопрос, кто сепаратист был. Вот. И то же самое этот термин. А, кстати, гудаутскими сепаратистами нас потом это же перекочевало в документы Организации Объединенных Наций.
И какое-то время после окончания войны уже наши власти находились в Сухуми, нас продолжали называть гудаутскими сепаратистами. Это даже Я было... думаю, для абжуйцев это немного обидно. Вот гудаутско-абжуйские сепаратисты. Но, тем не менее, этот термин как-то вышел из оборота, я тебе скажу. И нас уже как-то переключились на то, С что возвращением столицы. Абхазия оккупированная Россией территория. И при этом вот как-то об абхазах, ну, оставим эти соцсети, да, там, где мы вообще с гор спустились, да, по грузинской версии, да, но в официальной риторике, в общем, о нас уже ничего не говорят. Мы уже из гор спустились, тоже довольно смешно, потому что на большей части побережья, исходя из климатических условий, нездоровости этого климата, постоянно жить было практически невозможно. Малярия была сплошная. Да, даже если открыть эту прессу, допустим, конца 19-го, начала 20 века, видно, что состоятельная часть жителей города Сухум уезжала из Сухума на летний период. Вот как раз, когда был расцвет вот этой вот болезни, люди уезжали в предгорье, потому что здесь было жить немного опасно. И самые преуспевающие жили они вот как... Вообще у нас представление... Вот где сейчас фуникулер? У нас представление о том, что как будто вот в средние века коммуникации в Абхазии, они, ну это всего касается, мы же про Абхазию говорим, что они так вот пролегали, у нас вдоль дороги шла древнеримская железная дорога, рядом византийская шоссейная, но на самом деле все коммуникации проходили по предгорьям и через хребты. Вот. Это потом, когда уже с приходом Российской империи стала развиваться вот эта сеть коммуникаций, нам привычная. И мы психологически начинаем привязывать свое представление о прошлом к тому, что уже сложилось в 19-20 веках. Железной дороги не было в этом начале 20 века еще. Да, и вот эта автотрасса, которая сейчас есть, от Псов тянется. Например, Черноморскую железную дорогу продолжали строить в 18 году еще. Думали, да, еще уже Российской империи не было, но непонятно было, что будет, но ее продолжали в Гагарах районе строить, да, в 18 году. Да, а сейчас кажется, что это было всегда. Но, тем не менее, вот я вот смотрю опять, я пытался понять, почему, ну вот, как бы изображают абхазов, которые, собственно говоря, и не участвовали в этом конфликте, или какую-то такую второстепенную роль играли в этом грузино-абхазском конфликте, в войне, той, которая произошла в 92-93 году. Я прочел как бы... Ну, а интересно, упускается момент, какое количество оружия было передано Грузии по Ташкентскому соглашению накануне конфликта. Вот. Тогдашние российские власти, они далеко были, мягко говоря, не проабхазские. Это по всему видно. Это видно, ну, хотя бы стенограмму 3 сентября, если прочитать встречи Шеварднадзе, Ельцина, Арзенбай, представители Северного Кавказа, представители нашей парламентских разных депутаций. Вот. Не только документы изучить, надо почитать стенограмму. Совершенно это не... Ну, Грузия почему начала вооруженный конфликт? Она получила в свое распоряжение несколько мотострелковых и танковых дивизий Закавказского военного округа. Да, это было. Поэтому на радостях думали, что можно будет быстро с этим делом покончить. Но, тем не менее, я вот к чему это все говорю, я прочел интересный взгляд грузинский, почему это происходит, о том, что абхазов выключают из этого конфликта, что через вот такое выключение и, допустим, то есть, когда с абхазов снимается некая вообще некий образ врага, то есть в этом конфликте, в этой войне, то есть если абхазы там вообще как бы играли не первостепенную роль, то значит они не враги, то есть и через вот этот
не вражеский образ, да, то есть есть гипотетическая возможность, они сохраняют, что вот потом когда-то мы с ними помиримся. Вот. Это очень гипотетический взгляд. По-моему, так невозможно сделать, потому что, ну как взять вот это, отрезать какие-то участки мышления и оттуда что-то вывести. Мне кажется, это очень уж лабораторная такая теория. Но это, с одной стороны, лабораторная, с другой стороны, вот сами абхазы-то имеют свое представление о войне. Ну, еще раз, нужно, вот те, кто в Грузии занимаются грузино-абхазским урегулированием или попыткой изучения вопроса этого, они должны исходить из свершившегося факта существования абхазской нации. А нация, она не может быть сторонним наблюдателем. Она субъект. Вот. Мы субъект отношений с Грузией. Признанные мы, непризнанные, но по своей структуре мы являемся нацией. Со своей государственностью, со своим представлением о прошлом и будущем. Вот. Не везде это стыкуется, но если, честно говоря, посмотреть, но у нас же не стоит это все наши прошлые отношения с грузинами, многовековые, тысячелетние взаимоотношения с картвельскими разными народами, прежде всего грелами. Все время же нельзя черной краской рисовать. Это разные были периоды, феодальные войны были, они, кстати, друг с другом тоже происходили. Взаимодействие, симбиоз, движение туда, в одну сторону, в другую сторону. Поэтому мы видим в Абхазии мигрельские фамилии, а в Зугдиде фамилия абхазского происхождения. А Галя это вообще там такая... И не только в Зугдиде. Концентрированная, да, концентрированная такая колба, где все намешано. Вот. Поэтому нам, кстати, тоже предстоит очень много выводов сделать и в своей политике. Да. Но вот хочется, чтобы было понимание, что если есть стремление к урегулированию наших отношений, к выработке прагматического подхода, конечно, я не жду больших результатов в силу наших разногласий, должно быть базовое понимание хотя бы, что здесь есть сформировавшаяся политическая нация. Вот. Ее частями уже не только абхазы являются, а все граждане Абхазии. Кстати, мы это тоже должны понимать. Вот. У нас не должно быть такого общинного мышления, стимулировать общинное мышление. Но, кстати говоря, оно присутствует. Да, это естественно, потому что с этого начиналось. Но мы должны все-таки двигаться в направлении гражданской нации. Ну да, политической нации. Да. И мне кажется, это очень важно, потому что у некоторых, к сожалению, представления о положении абхазов и того места, где мы сейчас находимся, но представление это сформировано, к сожалению, еще в советское время. Да? Вот, то есть, в советское время на самом деле не так плохо было. Если взять я имею в виду постсталинский период, вот, когда шел процесс преодоления, вот эти, конечно, он с откатами проходил, но если почитать, там таких гнусных вещей в советские времена писать было невозможно. Это да, нет, я про другое говорю, потому что, собственно говоря, в советское время шли абхазская борьба, она заключалась не в том, что, конечно, мало кто предполагал, что Советский Союз рухнет, да, то есть за права, там, этнические права там абхазов, за то, чтобы там школы там открыли, театры, там, творческие союзы, какие-то журналы, университет, чтобы открыли и так далее. То есть сама политическая нация, она была тогда сформирована, это советский народ назывался, да? Ну, да, советский народ, это же было, он... Ну, я говорю, те идеологические... Да. Он предполагалось, поэтому были автономные республики, союзные республики. Но сейчас как бы люди как-то не очень, часть, я смотрю, вот людей там говорят, там, ну, это абхазы, это армяне, это русские и так далее. То есть они, у них какой-то разный подход того, как должны вот люди... Ну, слушай, ты хочешь сказать, как нам двигаться по пути гражданской нации? Да, мне кажется, это важно.
это же это большая вначале научная, а потом политическая информационная работа. Есть процессы, которые естественным путем происходят. Ну, поскольку мы живем в рамках одних государственных границ, у нас схожие понятия о безопасности, о перспективах развития Абхазии, что она должна быть независимым государством, что мир должен быть внутри и снаружи. Такие общие представления, они естественным ходом событий формируются. Но мы должны задать критерии для этой политической нации, чтобы это не превратилось вот то, что, допустим, в Грузии происходило вот в период Гамсахурди, вот мы должны все-таки эти уроки извлекать, ошибки наших соседей, чтобы это мы полиэтническое общество. Но здесь должны быть, конечно, заложены критерии, обеспечивающие сохранение абхазского народа. Я думаю, с этим другие наши сограждане спорить не будут. Они понимают, что лежит в качестве основы существования этого государства. Но поэтому мы до этого и про язык говорили. Язык, им должно владеть со временем все наше общество. Абхазским языком в достаточной степени, чтобы общались. Да. Конечно, наше общество, оно будет обязательно двуязычным. Но в силу нашей численности и разных других обстоятельств, внутреннего контекста, внешнего контекста. Поэтому, кстати, везде у нас фиксируется, что наряду с абхазским русский язык. Но это не значит, что русский вместо абхазского. Здесь очень тонкая грань. Мы ее должны таким образом пройти, чтобы и абхазский язык сохранился, и мы сохранили вместе с тем вот такое межнациональное согласие. Надо поработать академическим абхазским кругам, привлечь международный опыт, он тоже существует, академический в том числе. И по возрождению языка, и по его сосуществованию на одной территории с другим языком. Там, допустим, есть же примеры, это валлийский и английский, да. Как они сосуществуют друг с другом. Была гигантская программа, осуществлялась и осуществляется по сохранению валлийского языка. Вот. Есть чему поучиться. Вот. Так что, я думаю, чувство меры нам необходимо. Вот что я в заключение хотел, наверное, сказать. И во внутренней политике, и во внешней политике нужно попытаться, и трудно, конечно, без эмоций невозможно. Вот. Но в целом надо соблюдать чувство меры, чтобы не скатываться в какие-то крайности. Ни в одну сторону, ни в другую. Такой народ, как мы, может выжить, исходя из нашей численности и всех прочих обстоятельств, только если он соблюдает чувство меры и консенсус. Вот. Во всех отношениях. Да. В общем, мы, сделав круг, да. Вернулись к тому, с чего начали. Да. И коли речь идет о выживаемости и развитии абхазского этноса, мне кажется, без создания гражданской нации, где в эту нацию входили бы все люди, то есть составляли эту нацию все этнические этносы, проживающие здесь, в Абхазии, имеющие абхазское гражданство. Конечно, да, в том числе и грузинские. И в том числе и грузинские, которые бы владели бы государственным языком. Нам, кстати, языком. большие надо выводы сделать, да, по политике в Гальском районе. Мы должны понимать, что там живет, какой бы они себя этнической группе не причисляли, вот именно в этой части Абхазии проживает коренное мигрельское грузинское население. Да, но многие из них бывшие абхазцы. Я думаю, мы по этой теме можем отдельно уже как-то поговорить. Но, тем не менее, мне кажется, залог нашего будущего – это создание гражданской нации, где, согласно, опять же, действующему нашему законодательству, есть государственный государственный язык абхазский, есть язык, без которого тоже не обходится, это русский. То есть, если вот эта гражданская нация, она будет соответствовать вот тем критериям, которые обозначены в Конституции, то, я думаю, наш этнос не будет все время бить в набат и говорить о том, что мы исчезающая нация. Я думаю, мы долгие годы еще обречены бить в набат,
Но процесс создания гражданской нации тоже одним днем не создается. Я думаю, опять же, когда мы говорим о гражданской нации, это все-таки движение к правовому государству, по большому счету. Может, все наши проблемы искусственный интеллект решит, Инал. Хочу тебя в конце успокоить. Ну, надеюсь. Надеюсь. Да. На этом я буду завершать все-таки нашу передачу. Мы сегодня со Стамуром Таня поговорили об абхазском языке, о грузино-абхазском конфликте и о том, почему, наверное, у нас всегда множество почему было. Почему мы эту передачу делаем? Да. До свидания. До свидания. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.